أول ما دعت الرسل إليه هو توحيد الله. فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له. Вся хвала принадлежит Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его о помощи, прощении и каемся перед Ним. Мы ищем убежище у Аллаха от зла наших собственных душ и от вреда наших злых дел. Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не может ввести в заблуждение, а кого Аллах вводит в заблуждение, того никто не может направить на прямой путь. И я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, не имеющего сотоварища, и я свидетельствую, что Мухаммад его раб и его посланник, да благословит его Аллах, его семью и всех его сподвижников. А затем, о верующие, бойтесь Всевышнего Аллаха и знайте, что Он, Азза ва Джаль, наблюдает за вами. Подчиняйтесь Ему и сторонитесь ослушаться Его, потому что в этом есть счастье этого мира и мира вечного. О верующие, о рабы Аллаха, воистину эта мирская жизнь является местом для джихада. Всевышний Аллах говорит: «О тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями, воистину Аллах с творящими добро». И джихад в этой жизни, о рабы Аллаха, происходит в двух основных сферах и двух основных категориях, а именно постоянное повиновение Аллаху, избегание грехов и отдаление от них. И тот, кого Аллах Азза ва Джаль почтил осуществлением этого джихада, в судный день достигнет великого успеха. Всевышний Аллах говорит: кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех, а земная жизнь всего лишь наслаждение обольщением. Да, о рабы Аллаха, он обретет успех в судный день тем, что будет отдален от огня и введен в рай, обитель благочестивых. Знаете, о рабы Аллаха, что рай окружен и покрыт некоторыми вещами, и адский огонь также окружен и покрыт некоторыми вещами. Поэтому в этой жизни необходимо бороться со своей душой, чтобы сохранить и защитить себя от того, чем окружен ад, чтобы человек не попал в эти вещи и не вошел в огонь. И также необходимо бороться со своей душой, чтобы устремиться к тому, что окружает рай, чтобы человек получил успех тем, что войдет в него. Имам Муслим сообщает в своем Сахихе со слов Анаса ибн Малика: «Да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: рай окружен препятствиями, а ад окружен искушениями». А имам Аль-Бухари сообщает об этом со слов Абу Хурейры в следующей формулировке: ад покрыт искушениями, а рай покрыт препятствиями. О рабы Аллаха, если раб узнал, что у рая есть покрывало и что у ада есть покрывало, то пусть знает, что тот, кто сорвет это покрывало, достигает того, что находится за ним. Поэтому тот, кто сорвал покрывало ада, войдет в него, а ад покрыт искушениями. А тот, кто сорвет покрывало рая, тот достигнет его, а рай покрыт трудностями. Трудностями, о рабы Аллаха, которыми покрыт рай, это акты повиновения Аллаху и обязательства, которые Он повелел своим рабам, даже если Его повеления тяготят души и сердца испытывают определенную неприязнь к их выполнению. Что касается искушений, которыми покрыт ад, то все они являются грехами, даже если сердца тянутся к ним и жаждут совершить их.
О верующие, то, что объясняет этот хадис и вносит в него ясность, это то, что привел имам Ахмад в своем муснаде, а также авторы сунанов, согласно хадису Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда Аллах сотворил рай и ад, Он сказал Джибрилю: иди к раю и посмотри на него, и на то, что я приготовил там для его обитателей. Джибриль пошел к нему и посмотрел на него и на то, что Аллах приготовил для его обитателей, а затем вернулся к Аллаху и сказал: клянусь твоим могуществом, кто бы ни услышал о нем, обязательно войдет в него. Затем Аллах, субханаху ва та'аля, приказал, чтобы рай покрыли трудностями. Затем Он сказал Джибрилю: иди к нему и посмотри на то, что я уготовил там для его обитателей. Он пошел туда и посмотрел на него, затем вернулся к Аллаху и сказал: боюсь, никто не сможет туда попасть. Затем Аллах сказал ему: иди к аду и посмотри на него и на то, что я уготовил там для его обитателей. Он пошел к нему и увидел, что его языки пламени пожирают друг друга. Затем ангел вернулся к Аллаху и сказал: клянусь твоим могуществом, невозможно, чтобы кто-то услышал о нем и вошел в него. То есть от того, какие там ждут ужасы, великие наказания и мучения. И тогда Аллах, субханаху ва та'аля, повелел окружить ад страстями. И Он сказал ангелу: иди к нему и посмотри на то, что я уготовил там для его обитателей. Джибриль ушел и посмотрел, затем вернулся к Аллаху и сказал: боюсь, никто не сможет спастись от него и войдет в него. Этот хадис является достоверным и подтвержденным. О рабы Аллаха, если человек, одаренный разумом, поразмышляет над этим делом и поймет реальность этого, то наилучшим образом обратится к Аллаху и наилучшим образом усовершенствует свою борьбу со своей душой. А повиновение, о рабы Аллаха, поклонение и отдаление от ослушаний и грехов на первый взгляд могут быть горькими, но эта горечь минимальна, а за ней следует постоянная и непрерывная сладость. Воистину, горечь этого мира коротка, а сладость будущей жизни вечна и непрестанна. Для человека лучше терпеть горечь в этой проходящей жизни, чтобы получить непрерывную сладость будущей жизни, чем заботиться о тленных усладах и мимолетных удовольствиях в этом мире, за которыми следует постоянная потеря и вечная горечь. О рабы Аллаха! Любой человек, наделенный разумом, должен хорошо поразмыслить над этим вопросом и должным образом осуществить джихад в этом деле. Для этого ему понадобится два вида терпения. Терпение в послушании и терпение перед лицом непослушания. В этой ситуации он нуждается в терпении для повиновения Аллаху Азза ва Джаль и в том, чтобы оберегать акты поклонения, которые необходимы для награды, а также сторониться грехов, за наказание которых не хватит никакого терпения. Воистину, к великому обману и огромной потере относится то, что человек не терпит послушания Аллаха в этой жизни и осмеливается совершать грехи, а затем в судный день ему это вернется бесконечными угрызениями совести и непрестанным сожалением, которое не принесет ему пользы. О рабы Аллаха! Рай окружен препятствиями, а ад окружен искушениями, и они были покрыты этим. Разумный человек
обратит на это внимание. Если акты послушания кажутся душе тяжелыми, или душа испытывает некоторое отвращение перед актами послушания, то пусть терпит. Пусть терпит в обязательных актах поклонения и других актах послушания, даже если они кажутся тяжкими для человека, или сердца чувствуют некоторое нежелание их совершать. Если душа зовет его к недозволенному или запретному удовольствию, пусть человек помешает себе исполнить это, ибо если он осмелится удовлетворить эти желания и сорвет завесу, то они доставят его к тому, что находится за ней. А воистину позади греха есть не что иное, как огонь. О рабы Аллаха! От пророка, да благословит его Аллах и приветствует, передается следующая мольба. О Аллах! Воистину я прошу у Тебя рай и даровать любое слово или дело, которое приблизит меня к нему. И прошу Тебя защитить меня от огня и любого слова или дела, которые приблизят меня к нему. И я говорю эти слова и прошу прощения у Аллаха для себя и для вас, и для остальных мусульман от всех грехов. Просите же у Него прощения, и Он простит вас. Воистину Он прощающий, милующий. Вся хвала принадлежит Аллаху, обладателю огромной милости и великой щедрости. И я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища. И я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник, да благословит и приветствует его Аллах, его семью и всех его сподвижников. А затем, о рабы Аллаха, пусть каждый из нас знает, что рай близок к его наследникам, и то же самое касается ада. И нет ничего между обитателем рая и самим раем, кроме как смерть. И нет ничего между обитателем ада и самим адом, кроме как смерть. Всевышний сказал: «Ни одна душа не знает, что она приобретет завтра, и ни одна душа не знает, в какой земле она умрет». О рабы Аллаха, странно видеть того, кто защищает себя даже от здоровой пищи, держа диету из-за страха, что она может навредить, но не защищает себя от грехов и ослушаний из-за страха быть опозоренным за них в день встречи со своим Господом Азза ва Джаль, в день суда. Человек может быть ослеплен наслаждениями, от которых исходит сияние. Он ведется на это, а потом внезапно приходит молния раскаяния и мучительного сожаления, но оно не поможет ему в тот день, когда он встретится с Аллахом Азза ва Джаль. О рабы Аллаха, мы должны бояться Аллаха Азза ва Джаль и предъявить расчет самим себе, пока его не предъявили нам, и взвесить свои дела до того, как их взвесят за нас. Воистину разумными из рабов Аллаха являются те, кто совершал дела, подчиняясь Аллаху Азза ва Джаль, и приготовился к тому, что после смерти. А немощным является тот, чьи страсть потопили его, а он обольщался надеждами от Аллаха. И знайте, что самая правдивая речь – это речь Аллаха, и лучшее руководство – это руководство Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, а худшие деяния – это нововведение в религию, а всякое нововведение – это бидаат, а всякий бидаат – это заблуждение, а всякое заблуждение – в огне. Держитесь джамаата, ибо рука Аллаха с джамаатом. Благословляйте и приветствуйте, да хранит вас Аллах Мухаммада ибн Абдуллах, как приказал вам это Аллах в своей книге, сказав: «Воистину Аллах и его ангелы благословляют пророка, о те, которые уверовали, благословляйте его и приветствуйте миром». И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Кто попросит для меня благословения один раз, того Аллах благословит 10 раз». اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد